Ребята, здравствуйте! Начинаем урок литературного чтения. Наши ушки на макушке, глазки широко открыты, слушаем и запоминаем, ни минуты не теряем. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами познакомимся с новым произведением. С каким вы узнаете, когда отгадаете загадку. Зубастая улыбка, а на спинке плавник. Заметишь эту рыбку, спасайся в тот же миг. Что же это, ребята? Акула, ребята, правильно. Это произведение, ребята, написал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой очень любил детей и в своем имении Ясная Поляна открыл школу для крестьянских ребят. В этой школе он был учителем, преподавал и писал много рассказов, которые вошли в школьную программу. И сейчас произведение, с которым вы познакомитесь, ребята, был включен в эту программу. А сейчас, ребята, давайте мы с вами вспомним, кто такие акулы. Акула – это самая свирепая хищница моря. Самой опасной является белая акула. Ее называют белая смерть. Она имеет несколько рядов острых зубов. Она покрыта чешуей с острыми шипами. Но не все акулы опасны. Некоторые питаются мелкой рыбешкой и медузой. А теперь, ребята, приготовьтесь послушать и посмотреть это произведение. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный. С моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась. Стало душно, и точно из топливной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» И в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню. На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать на перегонки в открытом море. Оба, как ящерицы, вытягивались в воде, и что было силы, поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай, понатужься!» Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» И все мы увидали в воде спину морского чудовища. Акула плыла прямо на мальчиков. «Назад! Назад! Вернитесь! Акула!» – закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего. Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. Матросы спустили лодку, бросились в нее и, изгибая весла, понеслись, что было силы, к мальчикам. Но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше 20 шагов. Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы. Но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны. Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль. Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиком, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза. Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий,
радостный крик. Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. В этом произведении, ребята, нам встретились незнакомые слова. Давайте разберем их. Артиллерист – это военнослужащий, который хорошо владеет стрельбой из пушек и минометов. Фитиль – это горючий шнур для воспламенения зарядов. Хобот – это упирающаяся в землю задняя часть пушки. Еще слон имеет хобот, значит это слово, ребята, многозначное. Домашнее задание – прочитать и пересказать это произведение.